Очередная партия плавленного алюминия отправляется на станок. Через несколько секунд здесь получат уже готовые секции. Шум работающей техники на заводе по производству отопительных радиаторов не умолкает ни на минуту. Казбек Кадзоев в цехе первичной плавки трудится год. Он уже освоил все правила работы со станком. Следующим шагом секции отправляют в конвейер. На очереди цех механообработки, сборки и испытаний, где части будущих радиаторов как следует обрабатывают на нескольких станках. Здесь они шлифуются, делается резьба, а затем собираются в готовую продукцию. Мы производим в специальных ваннах, под давлением 2-2,5 бара. Соответственно, у нас есть разные виды радиаторов, и они по-разному проходят свои испытания. Чтобы поднять конкурентоспособность своей продукции, специалисты увеличили стенку коллектора до 1,8 мм. Кроме того, завод использует технологическое оборудование более высокого давления, что позволяет снизить при производстве брак до минимума. Последний штрих для практически готовой продукции – цех по покраске, далее сушка и упаковка. В прошлом году предприятие выпустило больше 2 миллионов секций. В 2020-м цифры значительно ниже. Пандемия экономически ударила по производству еще с февраля-марта, когда страны начали закрывать границы. Большинство заводов, которые поставляли сырье и комплектующие, не работали. Половину штата сотрудников пришлось отправить в отпуск. Из-за COVID-19 у нас произошла задержка в получении оборудования нового, в том числе и литейный комплекс, четвертого литейного комплекса. Значит, месяц назад только пришла плавильная печь трехтонная, вторая, которую мы ее уже установили только в этом месяце. Из-за COVID-19 итальянцы, которые должны были наладить и запустить, сдать нам линии, не смогли приехать. Сейчас на предприятии снова трудится весь персонал, около 100 человек. Специфика работы на заводе и так требует соблюдать меры безопасности. А в период карантина к этим правилам добавились социальная дистанция и средства защиты. Как итог, ни один из работников не заболел COVID-19. Соответственно, проверка температуры тела, обработка дезинфицирующими средствами. Обыкновенный простой процесс. Да. Немножечко, конечно, было дискомфортно, что маски надо было носить, перчатки. В принципе, нет, не создавалось никаких проблем. Завод обеспечивает своей продукцией не только республиканский, но и северокавказский рынок. Поставляют радиаторы и в некоторые страны СНГ. Хава Газикова, Асхаб Белакиев. Новости 24.